Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов провел личный прием граждан в приемной президента России. Жители Назрани, Малгобекского и Сунжинского районов обратились с вопросами, которые их давно уже волнуют. Основные жалобы жителей касались состояния дорожного покрытия улиц республики. Глава поручил Минавтодору и Минсельхозу заняться решением вопросов и доложить о результатах ему лично. Житель села Троицкое Ибрагим Олегов спас ребенка в Ленинградской области. Об этом сообщил полпред Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном округе Муслим Аушев. Событие произошло в городе Сосновый Бор. Услышав крики, Олегов бросился на помощь и обнаружил задыхающегося 7-месячного младенца. Он сделал ребенку искусственное дыхание, а после отвез их с матерью в больницу. По словам врачей, жизнь ребенка вне опасности. Именно оперативность и первая медицинская помощь, оказанная Олеговым, спасла ему жизнь. Отмечается, что за проявленную самоотверженность он в ближайшее время будет поощрен правительством Республики Ингушетия. В последние теплые дни егеря Ингушетии занимаются заготовкой веточного корма на зиму для лесных животных. Заготовка веток осуществляется в несколько этапов. Их стригут, сортируют и сушат. Уже заготовлены веники из крапивы, березы, липы и других деревьев. Всего планируется заготовить более 600 штук веточного корма. На протяжении всей зимы эти корма регулярно будут вывозить в лес и раскладывать возле кормушек и в других местах, где собираются лесные обитатели. Жильцы домов, рядом с которыми установлены вышки сотовой связи, могут рассчитывать на компенсацию до 1 миллиона рублей, если будет доказана причинно-следственная связь между ее работой и ухудшением здоровья, пояснили в Госдуме. Также можно требовать демонтажа оборудования, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может навредить здоровью соседей и обесценить дом и участок. В этом случае соседский земельный участок в жилом секторе не предназначен для таких целей. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект на 15 октября для рассмотрения в первом чтении. Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции. Совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, и с использованием интернета. Также предусматривается повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Банк России снял ограничения по полной стоимости ипотечного кредита. Мера будет действовать до 31 марта следующего года. При этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ. Соответствующее решение по полной стоимости кредита на строительство и покупку жилья или земельного участка принял Совет директоров регулятора. Данное решение, как отметили в банке, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку полной стоимости кредита. Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты, хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья. В России могут ограничить количество детей, которых граждане могут взять под свою опеку. Соответствующий законопроект разработал член Совета Федерации Айрат Гибаддинов. По словам парламентария, документ предусматривает, что число таких детей не будет превышать 3, без учета собственных, что позволит предотвращать ситуации, когда недобросовестные граждане берут детей исключительно с целью получения дополнительного заработка. При этом документ предусматривает исключение, когда речь идет об опеке родных братьев и сестер. В этом случае ограничение действовать не будет. В России учредят ежегодную премию правительства в размере 1 миллиона рублей за научные работы в области медицины. Разработать систему денежного поощрения для ученых поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти планируют присуждать такую премию за научные разработки в интересах медицины, имеющие значительный потенциал для сохранения жизни и здоровья людей или позволяющие решать актуальные проблемы в области профилактики, диагностики, лечения или реабилитации заболеваний человека.